С улиц Уфы исчезли опасные пазики с газовыми баллонами на крышах. О достопримечательности, которая удивляла всех, кто видел подобное первый раз, уже и не вспоминаем. Этот факт – результат транспортной реформы, которую в октябре 2018 года затеял Ради Хабиров. Тогда он был в Рио, теперь глава Башкортостана. За 2019 и 2020 годы в Башкортостане закупили 136 больших автобусов, 377 средних и 210 так называемого малого класса. Благодаря новым автобусам в Башкортостане открываются дополнительные маршруты, сокращается интервал движения, повышается качество обслуживания людей. Жалоб на общественный транспорт стало гораздо меньше, но все же они еще есть. Доброе утро, Ради Фаридович. Доброе утро. Остальная партия когда? Ради Фаридович, через неделю все 50 будет. Все После 50. третьего, конечно. И уже Все. тоже на трассу. Все тоже на маршрут. Сегодня вот после того, как торжественные мероприятия пройдут, Они сразу на... все залиты маршруты, залиты в разнарядку, включая табло и на маршрут. То есть отсюда. Отсюда, да, отсюда все. А поток начал увеличиваться? Так точно. Значит, пассажиропоток увеличивается, наполняемость увеличивается. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Приветствуем! Доброе утро, уважаемые коллеги. Я сегодня с большим удовольствием снова на этой нашей традиционной церемонии. Сегодня мы вручаем первую партию 50 автобусов «Газвектор» нашему Башавтотрансу. Через неделю придет еще одна партия 50 автобусов, поэтому это вот такое большое количество придет обслуживать наших пассажиров в Уфе. Довольно сложное время было для нас, и бюджет непростой, но тем не менее мы для себя вот приняли решение, что мы будем строить, помогать, развивать наш Башавтотранс и покупать новые автобусы, потому что все-таки транспорт, он должен быть качественным, хорошим. Уже поток увеличивается, и я вас прошу буквально вот сегодня, как вы получите ключи, сразу выходить на, соответственно, маршруты. Я всех вас хотел поблагодарить за качественную, хорошую, слаженную работу. У нас по линии Башавтотранса сейчас все меньше и меньше и жалоб, и люди пишут уже благодарны, что качественно очень работает компания. Поэтому, как и говорили, мы дальше будем вам помогать, дальше будем двигаться, чтобы сделать наш Башавтотранс лучшей транспортной компанией России. Спасибо. Уважаемый Ради Фаритович, просим вас вручить ключи от новых автобусов. Ключи получает директор Уфимского пассажирского предприятия номер 1 Аверьянов Павел Владимирович. Ключи от новых автобусов получает директор Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия номер 3 Гареев Руслан Максумович. Слово предоставляется генеральному директору государственного унитарного предприятия Башавтотранс Республики Башкортостан Самееву Надиру Салимзяновичу. Добрый день. Еще раз, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые приглашенные и уважаемые коллеги. Сегодня очередной раз на нашей улице праздник. И я хотел бы в первую очередь поблагодарить вас, Ради Фаритович, правительство Республики Башкортостан за такое внимание нашему предприятию. И хочу поздравить всех коллег и всех пассажиров обновлением нашего парка. Это позволит нам, как вы сказали, Ради Фаритович, увеличиться пассажиропоток, уменьшить интервал между автобусами. И когда мы уже начинаем по осенне-зимнему расписанию, улучшит качество обслуживания, чтобы пассажиры в холодное время суток не ждали нас на остановках. Поэтому всех еще раз поздравляю с праздником, пожелаю вам удачи на дорогах и безопасной езды. Спасибо. Это вот
Большой, который, да, получается? Это, да, 8,8. Значит, мы А его тот сколько? 7,5, 7,5. Да. Вот почему здесь мы выигрываем Это средний класс. средний класс. Здесь цена и качество, Ради Фаритович. Если 7,5 длиной стоит 4,250, а это стоит 4,950. Значит, выигрываем в цене 700 тысяч. Мы, получается, как будто бы купили малый класс автобусов по вместимости. Значит, цельный... Понимаешь, да, что Да. это маленькие газвекторы, плюс по этой цене еще, ну, этот То есть, Ford Transit. да, вместимость здесь 71. И минус 19, 7,5, который мы эксплуатируем. Поэтому мы в этом выигрываем. Автобус показал исключительно с положительной стороны, мы его называем рабочей лошадкой. На любой маршрут его можно поставить, хоть на город, хоть на пригород. А эти маршруты, эти автобусы, все пойдут на маршруты города Уфы только. Только для города Уфы. Востребованные маршруты. Доброе утро. Так работает. Оплатить, да? Да. Вот. То есть, Обратите, пожалуйста, внимание, Ради Фаритович. Цена осталась 2016 года, то есть 20 рублей. Вы рассчитались по карте Алга. Вот я за наличный расчет сейчас рассчитаю за проезд, так ведь? Ровно 28 рублей. 28 рублей. Да. Вот. так уже 28, да, получается? Да. Да. Теперь, Но существенная разница, конечно. да. Как я вам уже докладывал, значит, вот сейчас по банковской карте. А по банковской 20? 28. 28. Да. То есть именно Алга надо, чтобы Да. 20 было. Так точно. Мы остались 2016 годом, как повышение цен было 20 рублей, точно так же и работаем. Хочу заметить, Как вот сейчас люди больше с Алгой, да, уже выгодно Да, же, выгодно. больше выгодно, потому что... да, Ради Фаритович, вот неделю мы сделали анализ, чтобы голословно не быть. Вот у меня таблица. Вот, пожалуйста, вот 21 число. Мы 22 поехали. Видите, 32,1. Это расчет по Алге. Так. Смотрим 27-е. Неделя прошла, да? 37,1. Ровно на 5 месяцев. Это на 5%. Увеличилось И количество. за неделю плюс 11 тысяч, да, получается? Проехало 11 тысяч. А наряду с этим мы количество пассажиров не потеряли. У нас каждая Алга плохо идет в школах. И вот наши детские карты, этим заняться надо было. Ну, невыгодно платить. Там тоже не хотят терять наличку в буфетах школьных. Вот этим разобраться. Ну, все этим будем разбираться. То есть у нас в автобусах, вот, пожалуйста, получается, да? Да? Во всех автобусах на накопительных. Сколько дверей, столько и мы устанавливаем. И Заливаете, сзади человек спокойно может. каждый день мы их меняем. Эти антисептик имеет сертификацию, мы у медиков взяли. А печи здесь, вот посмотрели, печи теплые на наши? Теплые. Теплые, Здесь, да, чтобы- усиленные отопители стоят. Добавили, чем 7,5, одну печку еще добавили. 5 видеокамер спереди, сзади, в салоне и на дверь. Видите, за вами стоит еще. Да. Бегущая строка, тахографы, автоинформаторы, каждую остановку объявляют. То есть полностью техзадание мы включили. Всем оборудовано. И немаловажно, аппарель имеется, доступная среда. Значит, на подушках она подъезжает, опускает, и можно людей с ограниченными возможностями. Вместимость хорошая. Задняя На площадка. какие маршруты они пойдут? Это вот откуда? Куда? Они на востребованные. Это у нас первый АТП запустит 290, 69, 74. Третий АТП запустит, значит, на 51, на 39, в Дему, значит, 57. То есть, где пассажиропоток большой, мы туда и интервал уменьшим между автобусами, чтобы действительно люди не ждали. Расписание мы делали осенне-зимнее расписание, сейчас мы поедем. Это стоп, да? Это остановка по требованию. Стоп. Человек нажал, водитель видит, останавливается, они установлены на поручнях. Вот передней площадки в том 7,5, Ради Фаридович, нету вот площадки, где кондуктор стоит, да. Это вот он опустил? Он опущенный сейчас стоит,
И хочу показать то, что когда автобус подъезжает, вот мы же сейчас на ровной площадке стоим. Вот учитывая бордюр, вот смотрите, она... Он Да? практически Да, ровно да, да. стоит. Да, да, да. Практически с бордюром встает. Здесь бегущая строка у нас сзади. Да, сзади, сбоку и спереди табло. Хороших вам дорог. Счастливо отработать, хороших дорог. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Ради Фаритович. Все по маршрутам, ребят. Еще один хороший, радостный повод. Да, я говорю, иногда неделя начинается хорошо, когда вот мы в понедельник уже традиционно здесь передаем новые автобусы. Парадокс в том, что вот мы за 1,5 года мы передали Башавтотрансу. Во-первых, мы вытащили его из долгов. Значит, мы передали на 3 миллиарда автобусы. Мы придумали карту Алга, которую люди посмеются над ней до сих пор. Но слушайте, по карте Алга ты одно дело платишь 20 рублей, или другое дело 28 наличкой. 20 рублей – это цена 2016 года. Поэтому, мне кажется... По карте Алга. Да, поэтому жители, я думаю, нашей республики быстро поймут, где преимущество, и будет по карте Алга. Мы такое решение приняли, чтобы, во-первых, чтобы переходили на карту Алга. Это прозрачно, это безналичные расчеты, это, опять же, налоги, это качество обслуживания. И мы фиксируем, что у нас всегда идут непростые переговоры. Здесь годами сформировалось, довольно не взаимодействовали с правительством частные перевозчики. Но даже Так сейчас, называемые нерегулируемые перевозки. да. Они и сейчас тоже понимают, что им выгодно на Алгу переходить. Вот за неделю плюс 11 тысяч карт купили Алга. Вернее, не купили, а их не надо покупать, взяли. Вот. Вот так вот. Но впереди еще все равно большой объем работы нам для того, чтобы окончательно на улицах вот такие только автобусы были. Проблема остается в том, что не все частные перевозчики принимают карту Алга, хитрят. Конечно, им же невыгодно, они же наличку прячут. Знаете, все это должно было бы остановиться 1 июля, потому что 1 июля вступало в действие законы, в соответствии с которым, если ты, соответственно, не принимаешь карту, не работаешь, значит, кассовым аппаратом, тебе там сразу штраф, и ты в чувство сразу приходишь. Но, исходя из пандемии, правительство России приняло решение все-таки, не трогать. Это же тоже малый бизнес. Я к ним тоже с уважением отношусь. Они же кормят семьи, они все-таки тяжелый труд. Вот. Но с 1 января все равно закон вступит в силу, и они попадают под жесткие репрессии. А там штраф от 50 тысяч рублей. То есть им станет абсолютно невыгодно не применять безналичный расчет. Мы терпеливо ждем, когда это все вступит. Но вопрос в другом. Сейчас надо думать, как дальше купить новые автобусы. Вот такие автобусы. Это автобус еще чем интереснее. Это вообще первые автобусы в России. Это автобусы среднего класса. Они на 1 метр и 30 сантиметров длиннее. У нас Нашему заказу? Да, потому что вот такие же газвекторы, казалось, бегают, но эти газвекторы длиннее. Потому что они, соответственно, вместимее. Вот посмотрим, как. Мы вообще их хвалят, водители автобуса. Вот так. Смотрите, уже завелись автобусы, Да, скоро в путь. Добрый путь. Добрый путь, Спасибо. спасибо. Ну что, разрешайте нам проехаться на автобусе? Конечно, с удовольствием. Идемте, здесь кондуктор у вас ждет, уже обелечивайте. Алга с собой? Можно без Алги сегодня? А скажите, куда поедут автобусы? Как вы видите, все маршруты уже определены, поэтому сейчас мы следуем по маршруту. Это вот бегущая Да, строка. совершенно верно, да. 226-й, 290-й. 3 уехали уже, 51-й, 30-й. То есть все маршруты уже определены. Пассажиры нас ждут. Ну что ж, хорошее настроение. Очень, отлично. Сегодня праздник. Но нашему парку нужно такое обновление. Обязательно. Мы ждали это обновление, и наш пассажир тоже ждет. Ну что ж, спасибо. А маршрут какой у нас? Маршрут, мы по маршруту 226 поедем. Это откуда и куда? Значит, это Уфимский док и самый центр наш. А сегодня автобусы уезжают только по Уфе? Сегодня, да, весь парк только на уфимские маршруты. Но мы регионы тоже не обижаем. Мы регионы не обижаем, и следующая партия больших автобусов придет в Уфу, а более поменьше, компактнее они пойдут в районы. Спасибо, поедем мы. Спасибо. Ну что ж, еще раз добрый день. Позвольте. Добрый день. Пойдемте. Да,
Как вас зовут? Регина А фамилия? Муратова. Если люди приходят без карточки, говорят, ну нету, забыл. Без Не карты. высаживаете пассажиров? Есть же другие способы оплаты. Ну, а если деньги забыли, нет карточки, ничего нет? Смотря какая ситуация. Дети, бывает, заходят тоже, деньги потратят и... С пониманием относитесь? Да, да. В масках пассажиры? 90%, да, 99% заходят уже в масках. Ну, уже по просьбе, если даже заходят без маски. Там, маски наденьте, пожалуйста, уже все сразу достают, надевают. А перилы часто протирают? Да. В конце каждого рейса. А рейс сколько? Ну, вот 226-й, один рейс, ну, каждый час получается. Прям протираете? Да, По-честному? по-честному. То есть вокруг вот нужно не переживать, что передаются Но инфекции? нет, конечно. Ну, это хорошо. Удобный автобус? Удобный автобус, вы держитесь, пожалуйста. Да. Ну что ж, хорошо, спасибо. Так, ну мы с вами скоро отправимся на маршрут 226. Сложный маршрут? Да нет, не сложен, спокойный маршрут. Спокойно. Загруженность большая? Ну, незначительно. Время не час пик уже. А когда час пик? Ну, я думаю, с 7 до 8 основное. А какой у вас интервал с 7 до 8? Я так думаю, 5-6 минут В маске ездите? обязательно. Тяжко? Ну да, Ну, нужно. ну можно. У вас автобус, когда получили его? Только что, Совсем новенький. совсем. Обкатали? Еще не успели, только получили. Ну что ж, давайте вместе, если можно, поднимите, пожалуйста, солнцезащитный экран и подъезжайте ближе, поедем. Механика у вас? Механика. А кто из новенького есть в автобусе для удобства пассажиров? Ну, во-первых, площадка, вот то, что вы видите. Вот Это это прям вот очень здесь. Ну и сзади площадка расширилась. Там есть и для колясок отсек. Для инвалидов. И для колясок, инвалидов, А кондиционер есть у вас? к сожалению, отсутствует. Нету. Вообще нет кондиционера? Ну, не на всех. Где-то предусмотрено, где-то нет. Понятно, есть еще нам над чем работать дальше. Но я смотрю, что автобусы прям все с логотипами Башавтотранс, беленькие, красивые. Приятно в таком автобусе ехать. Конечно, приятно. Ну что ж, поехали. Следующая какая остановка у нас? Сум. Спасибо. Так, ну здесь достаточно просторно. И площадка для маломобильных групп. То есть, получается, сюда человек подъезжает на коляске и может здесь так вот опустить поручень и лежаться, ехать. Вот здесь вот еще удобные поручни тоже. Антисептик есть. Перекись водорода 3%. Да главное, чтобы этот раствор был все время здесь. Это крепление для пандуса. Огнетушитель и люк. Хотя в автобусе нет кондиционера, но достаточно комфортно. Правда, и на улице не слишком жарко. Тут уж тоже надо признать. Так, еще одна остановка. Вообще нет пассажиров. Музей имени Нестерова. Едем дальше. А как водителям сложно вообще работать? Я бы не сказал, что прям сейчас. То, что автобусы новые, на ремонтах не стоишь, как бы ездишь, ну, не устаешь. Когда вот ломается, больше устаешь там, на ремонте. Мне нравится. А как заработная плата у вас? Сейчас поднимаю, сейчас уже нормально, да, хватает, хорошая. Семья с уважением относится к вашей профессии? Ну, понимает, терпит. Нравится? Да, мне нравится своя работа. А почему? Ну, не знаю, ну как-то вот.
С детства хотелось, наверное, так скажем, рулить с пассажирами на автобусе. И вам удалось ее воплотить. Ни о чем не жалею, все нравится. Это здорово. Так, а мы подъезжаем к остановке. Мы подъезжаем к остановке Дом актеров. А у вас в салоне есть возможность объявлять остановки? Ну, у нас есть датчик, рупор, который сам объявляет. Опять нет пассажиров. Скажите, так бывает, что пассажиров нет? Нет, но это редкий случай, что прям уж совсем. Ну, мы с вами и проехали-то всего одну-две остановки и не час пик. Не в час пик. А если нет пассажиров, вы все равно на маршруте? Обязательно. У нас нет такого, что мы не на маршруте. Есть график, ты едешь по графику. Понятно. Тогда мы, с вашего позволения, доедем до ближайшей остановки, выйдем и вернемся в час пик. Спасибо. Хорошей дороги вам.